Отчаянная голова наш берет. Что? Отчаянная голова, говорю. Не слышу. Сидит. А. Ой, 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 ой. Ничего, это бывает. Поехали. Может, поедем, а? Не могу, в город надо. Рыбу половим. И уха будет. И уха будет. С перчиком? Ну, конечно, с перчиком. Ну. Нет, не могу. С тобой никогда не договоришься. Да ты не обижайся, мне ведь в город надо. В следующий раз поедем. До свидания! До свидания! Счастливой рыбалки! В следующий раз поедем! Красиво прыгаешь. Шутите? Не обижайся, дочка. Такой он человек. В город, что ли? Ну, садись, не бойся. Ну. А я не боюсь. О, молодец. Вот так. Нынче робкие не в моде. Смелее надо быть, чтобы... Нет, опаздываем. В город надо. Закрывай дверь. Опаздываем. Ой. На свидание торопимся. Да. А он красивый? Люблю молчаливых женщин. Что, деточка, боишься быстрой езды? А зря. Высшее наслаждение – это езда на диком скакуне. Сбавьте скорость. Это вам не скакун. Ты не представляешь, что такое дикий скакун.
Ты его горячишь, он бросает тебя влево. Ты пришпориваешь, он тебя вправо. Остановите машину! Безобразие! Потрясающая новость! Ненормальные, пошутить нельзя. Что? Будь здоров. Мирет! Салам алейкум! Как жизнь, как здоровье, как настроение? Спасибо, дорогой, хорошо. Ну что, привез? Эх, молодец, пойдем. Сегодня такие шашлыки приготовил, шаху не снилось. Пойдем, чайком угощу. Водитель! А вот и Мирет! О, Мирет, салам, давно тебя не видел. Садись, присаживайся. Слушай, ну, как же, еще полчайника. Не обижай нас. Организм. Ну, пожалуйста, всего одну бутылку. Берда не В чем дает дело? водку, а у нас такое... Пожалуйста, девушка, ну, будьте маленькую. любезны. А Да вы мы- знаете, вот как вам сказать. излечивает язву желудка. Вот, конечно, мы Да-да-да, лечимся. честное У нас слово. язва желудка. Ну, бросим вас, Но, девушка. девушка, ну, умоляем вас. Ну, И это все. ай-яй-яй, ну, знаете. Придется переплачивать. Да нет, дождемся 10 часов. Давно с тобой не пили. Для друзей. Молодец, Шукур. Опоздал? Штрафная. Конечно, штрафная, у нас такой закон. Все к одному, наливай. Ну? Прошла. Вот Милет всегда остановится около шашлычной. И что ли, арбуза продаешь? Нет, в город везу. Вот жадный старик. А теперь все вместе. Пассажирка-то у тебя ничего. Ну, осторожнее. В чем дело? Что за шутка? Мирет! 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 Машина сбежала! Стой! Форму сдави! Форму! Правую педаль дави! Правую! Наливай. Стой! Что ты бегаешь? Тормоз ищу! Да ты не там его ищешь! Внутри! Ой, я тебе покажу! Я тебе покажу! Стой! Я не виноват! Я тебя дам не виноват! Остановись! Плечо, пирогом! Остановись! Остановись! Не виноват я! Ой! Ну, ты остановишься, я тебе дам жизни! Стой! Старик!
Давай, газ, газ! Убили! Ты? Ноги оторву! Спички вставлю! Ну, погоди! Еще! Давай, давай! Давай сюда! Куда ты? Стой! Тормози! Фу. Ну чего сидишь? Вставай! Ах так! Потерпи, родненький, потерпи. Все будет хорошо, родной, все будет хорошо. Какой шайтан тебя туда занес? Куда ты? Садись! Садись! Странный бегун. Видел? Стой! Стой! Нейлоновую кофту подарю! Стой! Родная! Милая! Ай-ай-ай! Женюсь! Слышишь? Женюсь! Только останови! Хочешь? Туфли с острым носиком подарю! Милая! Дорогая! Родная! Ведьма! Догоню, хуже будет! А я? Вперед! Ну как? Ну вот, все хорошо. Я же сказал, все будет хорошо. Общественный автоинспектор Курбанова. А? Ваши права. Мои? За что? Садитесь в машину, там разберемся. Я же не виноват, я же...
Меня не жди. Езжай. До завтра. Здравствуйте, дядя Давлет. Ты что здесь делаешь, а? Так поздно. Дядя Давлет, скажите, Ваня кого-нибудь убил или что-нибудь украл? Да нет, никого он не убил и ничего не украл. Тогда за что его судят? Ведь все у нас знают Ваню. Раз судят, значит провинился, а иначе бы не судили. Ты еще мало многого не знаешь. Объявление читал? Ну, читал. Там написано неэтичный поступок. Вот какое дело, понимаешь? Понимаю. Только он не виноват. Вот, возьмите. А кто виноват? Я виноват. Тут Ваня все про себя написал. Все как было с самого начала. Честно говоря, не очень сюда я рвался. Начальство сагитировало. Там тебе степь, говорят, там тебе простор орлиный. Будешь, Ваня, культурную целину поднимать. Будешь нести кино в массы. А что? Семьи у меня нет. Кому ж тогда ехать, как не мне? Ладно, думаю, где наша не пропадала? Здравствуйте. Здорово, ребят. Приятного аппетита. Спасибо. Привет. А где ваше начальство? Директор вон там. Да, народ прибывает помаленьку. Я готов, могу ехать. Ты раскладушки когда пришлешь? А то у меня люди на земле спят. Энтузиазм есть, раскладушек нет. Миш, ты куда, в город? Да. На вот тебе десятку, купишь на все пластинки. Так. Ну, таких... Ладно, знаю. Я жду. Что же я хотел? Да, вот что. В городе будешь, эти бумаги передашь лично Пурлиеву. Хорошо. Товарищ, а где здесь ваш директор? Ну, я директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Прибыли в ваше распоряжение. А что вы за люди? Мы с ним механизаторы. А мы строители. Вот вас-то нам и не хватало. Будете работать вон там, на втором участке. А как у вас с жильем? Жильем хорошо, места много, домов мало. Ну ничего, построим. А это кто? Киномеханик. Из самой Рязани приехал. Говорит, культурную целину буду поднимать, нести кино в массы. Ага. Здравствуй, здравствуй. Спасибо тебе, товарищ киномеханик, что ты приехал к нам культурную целину поднимать. А завтра с утра становись на подноску кирпича. Я работник культурного фронта. Жилья нет, людей принимать надо. А жизнь у нас и так веселая. Что твоя кинокомедия? Да, не поймешь, где небо, а где земля. Глазами не за что уцепиться. А девчат трое на весь совхоз. Средняя Азия. Механик! Механик, тебя директор зовет. Дайте шофер на бензовоз, Давлет Муратович, трактора Ну где я тебе его возьму? Я вижу, ты меня за баранку хочешь посадить. А, Ваня? Вы меня вызывали, товарищ директор? Да, только ты, механик, можешь меня выручить. Что, картины крутить? Вроде этого. Садись, Ваня, на бензовоз. Будешь ты наших механизаторов горючим снабжать. Вот это будет картина. Кино. Спасибо. Правда, Батыр? Ну что ж, бензовоз так бензовоз. И вот шурую я на бензовозе от одного трактора к другому. Зальешь в глотку эту ненасытную 160 литров и жмешь к следующему. А ночью еще на нефтебазу сгоняешь в район за 100 километров. И вдруг заскучал я. Ни по дому, ни по девушке. Да и не было у меня никогда девушки. По кино меня взяла тоска. По моей настоящей работе.
Вань, директор приехал. Так, давно качаешь, Ваня? А что? Видно, понравилась тебе эта работенка? Да ничего, терпимо. А мы тут тебе другую работу придумали. Ну и куда теперь? Грызунов пошлете истреблять? Или дояркой на ферму назначите? Ох, и нервный ты стал, Ваня. А между прочим, работой будешь доволен. Нет уж, хватит. Что хотите со мной делайте. А с бензовоза никуда не уйду. Так-таки никуда. Да. Ну ладно, вот тебе командировка. Поезжай в Ашхабад, принимай кинопередвижку. Настало твое время, механик. И вот я везу первый фильм. В конторе кинопроката был большой выбор. Я долго выбирал и выбрал картину о степных просторах, о степных скакунах. Песня табунщика. Еще дремлет земля, а дорога моя кинолентой бежит, 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 куда-то спешит. Я мечтаю давно повстречать не в кино, а увидеть бы в жизни раз глубину любимых глаз. Я сижу в темноте, где ты, милая, где? На экране все вновь и вновь и вновь чужая любовь. Я мечтаю давно повстречать не в кино, а увидеть бы. В жизни раз глубину любимых глаз. Салам, девушка, Гильберит. Ну что вы руками размахиваете, как фокусник? Я, понимаете, заблудился? У нас в степи. Ну да. Как же так? Это же вам не лес. А вы были когда-нибудь в лесу? А вот в лесу бы я никогда не заблудился. А здесь у вас степь да степь кругом. Одни суслики свистят,
Так что выручайте, пожалуйста. А стоит ли вам дорогу показывать? Еще неизвестно, какую вы картину везете. Хорошую. Как раз ту, что надо. Да. А случайно не песня табунщика? Нам ее всегда показывают. Думают, что кроме фильмов о лошадях мы больше ничего не понимаем. Ну, поехали! Мы ехали рядом, и мне хотелось, чтобы у этой дороги не было конца. Но я боялся, что она вдруг натянет поводья, обгонит машину и умчится в степь. Мне так хотелось удержать ее, сказать ей что-нибудь ласковое, но я ничего не мог придумать. И вдруг сказал: как хорошо, что я встретил вас. Конечно, иначе бы вы ночевали в степи. Вам прямо. Только никуда не сворачивайте. Девушка, куда же вы? Подождите! Как вас зовут? Ваше имя! Здравствуй. Здравствуй. Что значит Алтентач? По-русски это золотая корона. Здорово. Здравствуй. Привет. Механик, какую нам картину в следующий раз покажешь? Хорошую. Новую? Зачем новую? Кино как вино, чем старее, тем лучше. В зале все танцевали. Здесь было много девушек. А я думал только о ней. О ее глазах, о лукавой улыбке. Но ее здесь не было. Она как будто приснилась мне. Алтентач. Золотая корона. Алтентач, спроси, если не веришь. Это правда, Алтентач? Да это что? Вот когда за моей бабушкой приезжал дед со своими друзьями. Разве бабушек сваты? Ну а как же? Бабушки ведь тоже когда-то были молодыми. Так слушайте дальше. В сватов бросали не только тухлыми яйцами, но и камнями. Боже мой. Моего дедушку даже чуть не убили. Почему же так делали? Потому что чужие люди пришли сватать девушку. Таков уж обычай был. Какие же они чужие из соседнего аула? Все равно чужие. Девушки, вы не видели Алтентач? Она там. У ручья. Алтентач, чужой парень приехал, тебя разыскивает, он наверху. А, песня табунщика. Аю, Шамшат, куда же ты? А ведро? Там есть все, дяденька. Забираю, ребята. Всем хватит. А у тебя есть? Дядя, мне дай кусочек. Сейчас отмотаю. Держи. Аю, девушки, ко мне, сюда, скорее. Какой-то русский парень приехал на машине за Алтентач. Здорово, девчата. Алтентач, я хотел видеть тебя. Честно, очень хотел. Ты не сердись, пожалуйста, на меня. Ну что вы, я всегда рада гостям. А второе куда? Вот оно. Ну что вы остановились? Идем. Все поняли? Скорее, они идут.
ждал такой торжественной встречи. Они выстроились как гвардейцы, и мне пришлось принимать этот парад. Может быть, это особый вид восточного гостеприимства? Алтынтач, а ты не хотела бы жить в городе? Нет, механик. Степная птица покружит над городом и опять в степь летит. Алтынтач, но мы должны еще встретиться. Когда и где? Завтра в 8. В парке под часами? Да нет, парк построят через 2 года. Я буду ждать тебя завтра у канала, где в первый раз. Хорошо? Я буду ждать. Ну где же ты, Алтынтач? Почему ты не идешь? Я строил дома в твоей степи. Я ее исколесил на бензовозе. Хочешь, я стану чабаном? Буду пасти овец, стричь шерсть. Только приди. Я жду тебя, Алтынтач. Не было парка, не было часов, и не пришла Алтынтач. С тех пор прошло 2 месяца. Я ее ни разу не видел. И вдруг... Ну, допустим, я согласна. Но неужели нельзя древний чабанский наряд заменить новой практичной легкой одеждой? Ведь зимой чабанам холодно, а летом жарко. Верно, но это не от нас зависит. Мы же не республиканское ателье мод. Нет, от вас. Вы же часто бываете на совещаниях в Ашхабаде, в Москве. Так ставьте эти вопросы, требуйте. А то что же получается, Давлет Муратович? Чабаны живут, как жили 100 лет назад. Чабанов мы теперь много спрашиваем, а им ничего не даем. Когда же это кончится? Ни передвижной бани, ни радио, ни кино они не видят. Не горячись, Алтынтач. Будут в юртах и холодильники, и телевизоры. Об этом позаботятся ученые. А наше дело дать им мясо, молоко, шерсть. Но вот такие приемники и пластмассовые юрты давно могли бы быть у чабанов, если бы вы действительно заботились о людях. А еще жалуетесь, что молодежь не идет в чабаны. Да у вас и старики скоро разбегутся. Я тоже уйду, если так будет продолжаться. Средневековье какое-то. Видал? Шерсть даем. Почему ты тогда не пришла? Куда не пришла? А разве ты меня ждал? Товарищ Дронов, на складе есть одна копия Ромео и Джульетты, но она сильно потрепана, я не могу ее выдать. Ну что же мне делать? Мне обязательно нужен этот фильм. Я вас очень прошу. Не понимаю, зачем вам это старье? У нас есть много новых. Любит, не любит, любовь и мечты, а если это любовь, песня о первой любви, ну... Нет, это все не то. Вот упрямый. Ну хорошо, я дам вам Ромео и Джульетту, но только на вашу ответственность. Хорошо, я согласен. Давайте. Оля! Чапаева привези. Да, получай. Вань, может, не поедешь, а? Не справлюсь я без тебя. Справишься. Не забудь только звук включить. А то свистеть будут. Ну, готово? А твоя тетрадка? А разве ты меня ждал? Афишу на завтра приклеишь у магазина. У столовой я сам повешу. Вань! Ну что? А вдруг у меня не получится? Получится. Зачем же я тебя учил? Ну, смелее. А разве ты меня ждал?
Что случилось? Почему ты здесь? Товарищи! Не волнуйтесь, не беспокойтесь. Все идет по плану. Наше начальство в совхозе приняло решение усилить культработу среди чабанов. В связи с этим вводится специальный и обязательный ночной сеанс. Так что располагайтесь, сейчас начнем. Вот видишь, и о нас вспомнили. А, кино привезли. Да. Чего показывать будешь? Ромео и Джульетту. Как? Ромео и Джульетту. Это старая картина. Между прочим, Шекспир бессмертен. Ты что, заснул? Где механик? Что это такое? Все. Кутарды. Сеанс окончен. Якши, механик. Спасибо.
Ты хорошо сделал, что приехал. Ты смелый. Я все время думаю о тебе, Алтентач. Такого еще со мной никогда не было. Надо много часов глядеть на человека, прежде чем скажешь ему такие слова. Не торопишься ли ты, механик? Я смотрел на тебя днем в солнечной степи. Вижу сейчас и хочу видеть тебя всегда. Но ты не любишь эту землю, а без нее нет, Алтентач. Это твоя земля, Алтентач. Значит, она и моя. Да не было левого сеанса! Тихо, товарищи, тихо! Не перебивайте, товарищ Дрон. Садитесь. Продолжим. Итак, допустим, что это был не левый сеанс. Но все равно налицо нарушение трудовой дисциплины. Это очень неэтичный поступок. И поэтому я требую принять серьезные меры. Правильно. Тихо, товарищи, тихо, иначе мы будем сидеть до утра. Правильно поступил товарищ Роза. Чубаны месяцами не видят фильмов, а мы обязаны нести культуру в стиль. Этого допускать нельзя. Не можем же мы для каждой чебанской семьи показывать фильмы. Не можем. Тише, тише, спокойнее, товарищ. Товарищи, товарищи, будем организованы. Кто хочет выступить, пусть просит слова. А ну дай-ка слово мне. Пожалуйста, Давлет Муратович. Ваня, ну и как? Все в порядке. Выговор влепили. А вообще одобрили? Ну куда же ты? А кино? Кино не будет. Золотою звездой ты горишь надо мной. Не скрывайся во мгле, во мгле, во мгле, спешу я к тебе. Я мечтаю давно повстречать не в кино, а увидеть бы в жизни раз глубину любимых глаз.
молчите, несите туда. Сюда, что ли? Куда вы несете? Несите туда. Где художник? Он задерживается. Аполлон Чукаевич, слушай. Директор Чукаев слушает. Да. Отчет рассмотрели? Ну как, все в порядке? Оторвались от жизни. Занимаетесь чепухой. Очковтирательство. Из пустого в порожнее. Понятно. Понятно. Перестроимся на лету. Сюда, что ли? Опять сюда. Неси туда. Отчеты завалили. Все правильно, Аполлон Чукаевич. Масштаб? Не масштаб. Масштаб? Не масштаб. А нужен масштаб. А где его взять? А на что у нас смекалка научная? Нужно брать крупные проблемы. Масштаб не масштаб. Масштаб не масштаб. В 20 век нужно поражать воображение. Масштаб. Конечно, масштаб. И тогда о нас заговорят. Пресса, женский календарь и кино. Снимать будут. Пошел! Аполлон Чукаевич, вот это масштаб. Аполлон Чукаевич. Ах, вы читаете? Вот. Вот. Аполлон Чукаевич. Да? Аполлон Чукаевич. Вот. Что вы скажете о ките? Какая кита? Вот. Где? Вот это вот. Масштаб, но не наш профиль. Да, но зато какой фас! Вот смотрите. Легко может поместиться средней величины лодка. С гребцами. Да, это масштаб. Да, масштаб? Не, но если нам за это... Победителей не судят. Готовь материал. Действуй. Только... Аполлон Чукаевич. Добрый день. Жанна Терентьевна, а какую вы штатную единицу занимаете? А? Ну, вы же знаете, скромную, конечно. Я-то знаю. Находкина-Приходкина. Младший научный сотрудник. Так. А научная тема где? Ну, вы же знаете, я завершаю многолетние исследования. Многолетняя. Цветовой спектр фазаньего хвоста как фактор... А вам не кажется, что вы засиделись на этом хвосте? Пернатая. А где полет? То есть как полет? Полет мысли я имел в виду. Жанна Терентьевна. Да, но в наших рамках... Вот именно. В ваших рамках. Садитесь. Спасибо.
Здравствуйте, Аполлон Чекаевич. Старший экскурсовод музея. Да. Так. А зачем нам, собственно, экскурсовод? Тем более старший. Как же? Как же, Аполлон Чекаевич? Я же недавно раздобыл партию мелких млекопитающих. Ну вот, видите, опять мелких. А масштаб где? Садитесь. А как у вас дела, маэстро, с оформлением? Только что закончил иллюстрацию к 3-й странице вашей диссертации. Монументальное полотно. Внесите. Сейчас. Тащите! Прошу внимания. Фауна нашего края в один из доисторических периодов. С натурой? Да нет, по памяти. Хорошо. Прекрасно. Но лучше убрать. Конечно, убрать. Ну-ка, давай. Давай, ну, давай, ну. К сожалению, товарищи, не масштабно. Садись, будет тебе тема. Итак, все ясно. Ваша деятельность в уверенном мне учреждении не на уровне. Занимаетесь чепухой. Правильно. Понятно? Оторвались от жизни. А где слава нашего многоотраслевого гидро, звери, мясо, птица, рыба? Где масштаб? Да, вот именно. Где? Что где? Масштаб. А какой масштаб-то? Не знаете. Где-то я слышал, что жирность китового молока достигает 50%, а живой вес тонн 100, не меньше. 100 тонн реализма. Да, но где он будет жить? И о кормах надо позаботиться. О кормах заботиться не надо. Как не надо? Что является основой всего живого? Скелет. И вот в этом направлении и будет устремлена наша научная мысль. Начнем серьезный разговор. Берет Назлевич, прошу вас по практическим вопросам. Действуйте. Ой. Предлагаются научные командировки в научные центры. Один поедет в Ленинград. Я поеду в Ленинград. Очень хорошо. Это, товарищи, творческий подход, так сказать. Продолжайте. Вторая командировка во Владивосток. Я готов. Одобряю. Одобряю, продолжайте. В Одессе будет главное направление. Я. Голыми руками кита не возьмешь. Видимо, в Одессу придется ехать мне. Вот проект приказа, Аполлон Чекаевич. Будем считать, что вопрос решен. Надо брать быка... Быка тоже будем брать? То есть я хотел сказать, надо брать кита за рога. То есть кита за хвоста. Во. Действуйте. За вашу цену всего кита смонтировать невозможно. За эти деньги можно сделать только вот так, а? Да, но это же не кит, это воробей какой-то. Правильно, воробей. В таком случае могу подбросить пару ребер. One, two по-английски. А по-русски раз-два. Скажите, а какой-нибудь другой стоимости не существует? Есть. Ой. Голову кладем на баланс. Хвост тоже. А ребра пойдут налево. Налево. Что же получается? Ну, если мадам
не знает, что такое налево, то зачем она ведет коммерческие дела? Аполлон слушает. 13-13. Да? Будете говорить с Ленинградом. Аполлон Чекаевич, здравствуйте. Это Жанна Терентьевна. Простите, что беспокою вас ночью. Сообщаю, синтез и анализ идут к концу. Монтаж я поручила крупным специалистам. Один из них уже работает у меня в номере. Что? Алло, я вас плохо слышу. Громче. Что вы сказали? Ленинград, ваше время истекло. Разъединяю. Безобразие. Я ничего не успела сказать. Разъединяю. Междугородняя, Алло, алло. ну когда же Ленинград дадите? Вы разговаривали 10 минут. А? Двадцать пять, а? Аполлон Чекаевич, вам телеграмма. Срочная из Владивостока. Читайте. Мучительно переношу качку. Не могу находиться в море. Освободите. Тараев. Так, пишите. Трус. 26. Наука требует жертв. 27. Продолжайте работу. Точка. В жизни раз бывает вот такой портрет. О, хорошо, что вы пришли. Ну-ка, улыбнитесь. Оп. И еще раз. Улыбочку. Оп. Ну как, а? Похож. И решено в реалистическом плане. Молодец. Только кит очень уж грустный какой-то. А чего же ему радоваться? Вы же его убиваете? Все равно должен улыбаться. Правильно. Вот. Занялась, а бывает масса. Аполлон Чекаевич, вам телеграмма из Одессы. Масштаб есть. Встречайте, кит Назлиев. Поздравляем. Поздравляю. Масштаб есть. А? Ну как? В жизни не раз бывает, а 18 лет. Вася, ну как полотно? Ну ладно, Вася, Вася. Товарищ директор, время. На похороны опаздываем. При чем здесь похороны? Покойник подождет. Кит. Явление крупного масштаба. Едут, кита везут. Что вы делаете? Марш! Куда будем загружаться? Сейчас согласую. Аполлон Чекаевич!
Это все наше? Ну, конечно. Гигант морей. Чудо природы. Куда будем сгружать? Сюда, пожалуй. Даже челюсть не войдет. Ужать нельзя. Давай, проезжай быстрей! В чем дело? Чей скелет? Мой. Убрать? Да, Аполлон Чекавич. Немного перебрали. Что перебрали? Я говорю, с масштабом перебрали. Займусь лично. Еще раз. И раз, и два. Стойте, девушки. Черт, сбился. Раз, два, три. В чем дело? Здорово, Аван. Размещается 4 ребра. 4 ребра? 4. Ну, не хочешь ребра? Возьми челюсть. Челюсть, говоришь? Ну, не хочешь челюсть, возьми это, как ее, хвост и пару шейных позвонков. Что? А? Сейчас сделаю, сейчас. Дайте ему стул. Я сейчас все сделаю. Посиди немного. Я сейчас только согласую. Побыстрее, пожалуйста. Вот настоящий друг. Скорая помощь. Срочно в институт физкультуры. Пожалуйста. Ладно. Здесь полный порядок. Надо разместить остальные кости. Вам помочь? Отказали. Дальше. Я категорически прошу вывесить кости. Товарищ санинспектор, этот вопрос будет решать сам. А вот и товарищ директор с ребрышком. Что тут еще? Так вот, я категорически требую вывести кости за пределы города. Это же антисанитария. Нагрянут мухи, начнется эпидемия, не говоря уже о запахе. Тьфу. Понятно. Купить духи. Ну, при чем здесь духи? А может быть, одеколоны, Нет, Да. я серьезно прошу, вывезите кости за пределы города. Я лично приду, проверю. Не беспокойтесь, товарищ инспектор. Дайте нам денек-другой, все будет в порядке. Надо штраф, вот, платим. Ой, ну дело же не в штрафе. Так в чем же тогда? Ну и заведение. Я прибыл, Аполлон Чекаевич. Касатка поймана, ждет ваших указаний. Что? Еще один кит? Здравствуйте, Аполлон Чекаевич. Понятно. Монтажно-скелетная бригада прибыла и ждет ваших указаний. Не смешно. Начнем экстренное совещание. Садитесь. Рад вам сообщить, дорогие коллеги, что первый этап освоения кита завершен успешно. Поздравляю. Теперь надо подумать о том, как от него избавиться. Речь идет о размещении кита до постройки специального помещения. А может быть, кита временно подарить подшефному детскому саду? Пусть детишки побалуются.
Несерьезно, товарищ Назлиев. Да-да, правильно, рискованно. Я предлагаю в горы. Вечные снега. Нецелесообразно. Во-первых, далеко от нашего научного центра. А во-вторых, там тоже нет помещения. Да, чего нет, того нет. А может быть... Предлагаю разместить кита по частным квартирам. То есть как? Правильно. Каждому сотруднику дать по позвонку. По шейному? По шейному. С ребрами как же? И по ребрам. Очень правильное предложение и вполне своевременное. Аполлон Чкаич! Аполлон Чкаич, важное известие. Звонили. В чем дело, а? Снимать будут. А? Что я говорил? Масштаб нужен. Кино, радио, пресса, телевидение. Наконец-то о нас заговорят. Снимать будут. Нет, нет, Аполлон Чкаич, вас снимать хотят. Ну зачем же меня одного? Пусть всяк снимает. Правильно. Снимать, так уж всех снимать. Мы тоже хотим. Я готов. Аполлон Чкаич, я с вами. Снимать? А снимать? А мы так старались.